xayrli kech barafada saat tugal 18:01 ekaningda ham biz boshlaymiz. Kimlar munda? Aytasiz, xabarlashib olaylik. Кто здесь? Кто меня видит, кто меня слышит, kim meni eshitadi, kim meni ko'radi? Aytasiz, xabarlashib olaylik. Так. Kimlar munda? Кто здесь? Напишите, пожалуйста. Meni yaxshi eshitasizmi? Meni yaxshi ko'rasizmi? Chunki kishi aytdilar. Марат, xayrli kech. Спрашиваю, почему еще то, что меня слышно, меня видно, потому что мне вчера сказали то, что немножко так фонило. И звук плохо было слышен. Сегодня как? Меня слышно? Так. Так, Нерманда, Марат Танкала. Кто еще здесь, кроме Марата? Сейчас смотрит 2 человека, у меня выходит, еще кто смотрит нас. Почему-то вас мало сегодня, или я вам надоела уже за каждый день. Так. Нермандата. Әйдәгез, активрак. Ага, бик яхшы алайса. Мен бик шатмын. Так, кто еще здесь? Отзовитесь, чтобы я не впустую это все проговаривала. И Марату, чтобы полегче было немножечко. Так. Ярар алайса, крыша миналай. Сам. Так. Начало. Так. Теперь мы с вами, потому что у нас уже идут, это предпоследний урок нашего продолжающего потока, да ведь? То есть у нас остался завтра последний урок, поэтому я посвящу эти 2 урока, последние 2 урока. О, Регина Сенмисес. Ну все, почти все на месте, значит. Так, что-то у нас в последнее время, кстати, Ильяса не видно. И остальных тоже. Либо все работают, либо всем неудобно, либо все просто все забили. Так. И я вот решила посвятить все-таки вот эти 2 урока к тому, чтобы все повторить. То есть сделать какой-то некий итог, чтобы у вас в памяти, ну, как бы получается, остались знания, которые вы могли бы с легкостью использовать. То есть некий алгоритм действий, инструкция. Ага, аңлашылды. Хәзер без сезнең белән әйдәгез дәресне тәрҗемәдән башлап киттек. Переведите, пожалуйста, вот эти глаголы. А как вы уже видите, то что эти глаголы повелительного наклонения. Боерых фигыльләр. Әйдәгез, менә бу фигыльләрне татар теленә тәрҗемә итегез. Башлыйбызмы? Так, әйдәгез, кем тизрәк, кем беренче? Как будет скажи на татарском? Как будет скажи на татарском? Айсалыс әйтә. Скажи. Әйе, әйт, начни, башла, правильно, дөрес. Әйт, башла, кер. Так, яса, сделай правильно, әйе. Можно еще сделать, эшлә тоже можно сделать, в принципе. Так, ярат. Ага, ярат это люби. А как будет плачь? Кер, эшлә. Аша это ешь, правильно. Ляг, яд. Приходи, киль. Правильно. А как будет плачь? Плачь. Ела, әйе, дөрес, Регина. Так, хорошо. Вить. Слово, конечно, такое вить. Ярат, ела, аша, әйе, дөрес.
Ага. Яд. Ляг, да, получается? Ага. Ящи. Ящи это живет. Живи. Яще. Яма? Будет правильно яще. Это глаголы повелительного наклонения. Яма? Яще. Угу. Ведь кара или кыр. Вот именно в том случае кара это смотри, ребят, все-таки. А ведь, то есть получается кыр. Угу. Кыр. Такая татарская буковка Кыр. Ол күрә, то есть он видит. Күрә. Кыр. Вить. Угу. Вспомнили? Лети. Оч. Лети. Вспомнили? Лети будет оч. Яме? Оша летит. Оч лети. Оч. Так, смейся. Елмай. Правильно. Такое красивое слово, да? Это елмай. Спи. Юхла. Угу. Слушай. Как будет слушай? Угу. Елма, йокла, тыңла, бир, шалтрат. Угу. Дальше. То есть получается лети смеси елмай, спи, йокла, слушай, тыңла, дай это бир, позвони, шалтрат. Все, молодцы, отлично. И дай и позвони, да, вот это Рикин только остался. Все, хорошо, бир и самоса. Последнее слово будет. Так, молодцы. Шалтрат. Айе. То есть тоже самопроверку, стикширу глазками пробежите просто. Эйт, башла, кир, эшлеяса, ела, ярат, аша, яд, приходи, яше, кур, ыш, кир, юкла, тыңла, бир, шалтра. Так, то есть проблем тут нет. Именно если вы, например, захотим... Ой, что-то упало. Попробуйте, пожалуйста, эти же слова, вот мы перевели, у вас сейчас они перед глазами. Попробуйте поставить в определенное прошедшее время. То есть, смотрите, давайте вам подсказка. То есть вы точно были, как бы сказать, свидетелем этого события. То есть, эй, ты. Помните? Д, д, т, т. Вспомнили? То есть прошедшее определенное время. Вот вам список слов, просто поставьте их в прошедшее определенное время. Угу. Вот надо вам сказать. Эй, ты сказал. Вот он точно сказал, вы уверены в этом. Ладно, вас? Понятно? То есть вот эти слова вам нужно просто поставить прошедшее определенное время. Ага. Эй, ты. Угу. О, Гульнара Исян, мысль. Не, мы сейчас в прошедшее время. Не настоящее, а прошедшее время определенное. Угу. Эй, ты. Угу. Башла. Да, отлично. Так. Угу. Кирды. Угу. Елады. Эшледі. Отлично. Молодцы. Так. Я рад. Я рад. Как будет? Я рад. Т. Правильно. Елады. Угу. Так. То есть он любил, он ел, он смеялся, ой, он плакал. Ясады он делал или шляде. Угу. Так, хорошо. Елады ты плакал, ярады ты любил, ашады поел. То есть вы точно уверены, что он поел. Ятты лежал. Угу. Приходил. Как будет приходил? Киль. Ой, девочки, мальчики, я нечаянно поставила. Киль. По-русски написала уже. Да, кильде. Угу. Получается. Угу. Кильде, йоклады. Угу. Кырды.
Яшәді, жил, да, ведь получается? Килді, это приходил. Ага. Очты, йоклады, тыңлады. Мгм. Вот отлично у вас вот с этими окончаниями проблем нет. Видите, вы правильно ставите где «д», где «т». Бубик меня куандыра. Это меня очень-очень радует. Так. Только «ышты» еме? Просто «ышты». Ага. Просто «ышты». Так, бирді. Мгм. Йоклады, тыңлады, шалтыратты. Все отлично, молодцы. Булдырдығыз. Так, вспомнили мы так вот, получается, определенное прошедшее время, да? Но если вы хотите сказать неопределенное прошедшее время, то есть вы не уверены о происходящем, ой, сейчас как правильно сказать-то, о том, что это событие было, то есть вы не уверены, ага, так, то уже будет окончание гонген, гонген. То есть я первые 5 только вам скажу. Эйкен, бошлаган, кирген, эшлеген, юлаган, яраткан, например. Это мы тоже с вами помним. Да, ведь с прошедшим временем у нас проблем нет. То есть, когда что употреблять, мы уже знаем, да, когда определенное прошедшее время, когда неопределенное. Так, хорошо. Алгатаба. Әйе, шалтыратты, бирді, тыңлады. Все правильно. Алгатаба кеттік. Теперь давайте тоже повторим. Тәржімәй, переведи. Так быстро он пишет. А я уже вижу то, что вы готовы к тому, чтобы с русского на татарский, поэтому я больше дала сегодня упражнений именно такого плана, такого уровня. Яма? Әйдәгіз, нә бу җөмләләрне тәрҗемә итеп алабыз. Алдарак әйткәнемчә, бүгенге дәрес безнең кабатлауга багышланган. Как я уже сказала до этого, ранее, получается, у нас сегодня урок, он посвящен повторению. То есть мы потихоньку все повторяем, отрабатываем навыки, чтобы у нас все в памяти осталось. Хорошо? Ул бик тиз яза. Да, он быстро пишет. Так быстро он пишет. Угу. Да-да-да. Ащылымы? Әйе. Ага. Ну, тиклем это тоже можно сказать, конечно, но это более такой разговорный, диалекталь всю смену. Ну, в принципе, вас тоже пойму. Ул шундай тиз яза, яма? Ул шундай тиз яза. Угу. Ул бик тиз яза. Можно, да? Вот порядок слов все равно не путайте. Ладно? Суп теплый, аш жылымы? Жылымы? Мама, дайте сразу кисек часа. Угу. Яңа күршеләр, яшьләр, әйе. То есть новые соседи молодые, яшьләр. Мы знаем то, что яшьләр это и молодежь, и значит молодой. Жылы көннәрдә без урамда уйныйбыз, әйе, жылы кичләрдә даже. Потому что көннәр это все-таки день, а тут именно теплые вечера мы играем на улице. Жылы кичләрдә без урамда уйныйбыз. Порядок слов вам понятен, предложение? Әйе, яңа күршеләр, яшьләр. Теге өстәл жайсыз, әйе, жайсыз, неудобный. Мы знаем то, что слово жайлы это удобный, а жайсыз вот это отрицательное, да, эти окончания сыз. Жайсыз. Ага, ярар. Так, в этом году лето хорошее. Как будет? Теге өстәл жайсыз, әйе, дөрес. Тот, да? В этом году лето хорошее. Как будет? Как будет в этом году? Одно емкое слово у нас есть. В этом году это все одним словом можно сказать в татарском языке. Можно сказать двумя, конечно, способами, но можно одним просто.
словом. Это слово. Әйе, бу елда җәй яхшы, можно сказать быел. Помните, я вам говорил? Быел. Быел. А если вы хотите сказать в том году, былтыр. Помните сказку Шурали? Ага. Так, если вот, например, вы хотите сказать быел, то тогда вы говорите просто быел җәй яхшы, әйбәт. Аңладыңыз? Можно сказать быелда җәй яхшы, әйбәт. Так, мы не учителя, без укытучы түгел. Әйе. Так, она на меня давно надеется. Здесь немножко, может, посложнее. Быел җәй әйбәт, әйе. Без укытучылар түгел. Угу. Угу. Правильно, правильно. Так. Она на меня давно надеется. Как это будет на татарском? Неше керек булыр икән. Она на меня давно надеется. Вот я хочу посмотреть, какой у вас будет порядок предложений. Ой, порядок слов в предложении. Дөрес микән җөмләдә сүз тәртибе. Без укытучылар түгел, менә миңа именно менә шул җөмлә кызыксындыра. Она на меня давно надеется. Ничек кирәк булыр икән? Я тоже на вас давно надеюсь. Угу. Шана, это, ну да, верит в нас, верит, надеется, да. Еще одно слово есть. Эмет. Помните? Эмет. Эмет. Это надежда. Эмет. Это у меня не получается. Почему у меня не... Эмет. Это что такое? Почему я не могу отправить сообщение? Да, ümitlenme. Угу. У меня вокал не вышел. Да, ümitlenme. Так. Ага. Ул миңа күптән өметләнә или күптәннән. Угу. Да. Вы можете сказать, либо знаете, либо говорите, да? Вы говорите по-татарски. Сез татарча сөйләшәсезме? Сез татарча беләсезме? Или татарча беләсезме? Татарча сөйләшәсезме? Угу. Так, татарча беләсезме? Это все правильно. Хорошо. Так, вы говорите, на столе есть масло? Стельде, май, барма? Угу. Только мы, ладно, в конце. Так. Угу. На столе есть масло? Стельде, май, барма? Угу. Он настоящий писатель. Он улшин язучи. Әйе, дөрес. Молодцы. Так, Гульнара дөрес яздым. Так, дальше поехали. Летом тепло. Тут тоже можно несколькими способами сказать. Так, Марат тоже правильно написали. Так, дальше. Летом тепло тоже можно сказать несколькими способами. Мы эти способы с вами рассматривали. В принципе, и то, и это будет правильно. То есть, на самом деле, можно несколькими способами сказать эту маленькую фразочку. Җәйдә җылы или җәен җылы, яме? Җәен. Җәен. Җәен җылы. Можно еще сказать җәй көне. Угу. Җәй көне җылы. Да, можно җәйдә җылы, җәй көне. С одной буковкой М только, ладно?
То есть жайын, жайкіні жылы. Можно так и так сказать. Так, я работаю на железной дороге. Мин темір юлда шлин. Дырес. Сам почему плачешь? Сам, а ты почему сам плачешь, например, да, вопрос? Угу. Угу. Да, можно узын не шляп жылысың, узын неге жылысың, узын, ну, неге уж да, больше всего. Не себепле, почему там, по какой причине, можно сказать. Узын не шляп жылысың, узын неге, нищен жылысың тоже можно. То есть много-много разных вариантов, можно сказать. Жылысың. Мгм. Отпуск– дело хорошее или хорошее дело. Ну, отдых по-другому. Потому что отпуск, в принципе, отпуск так и переводится, а отдых будет по-другому ялта, правильно? Ял бик яхшы эш или яхшы нәрсе, можно сказать, да? Типа как хорошие вещи по-другому еще. Да. Ял бик яхшы эш. Дело хорошее. А дело еще можно сказать, как вот это, ну, тоже будет по смыслу подходящий, это нәрсе, то есть вещь. Понятно, да? Ярар, алгатова китек. Тоже глазками пробежитесь. Ялканы яхшы эш. Да. Но тут не только ялканы, да, выходной день, а именно ял. То, что отдых дегеннің аты. Яме? Так, ул шулай тиз яза. Жылымы. Яңа күршеләр яшьләр. Жылы кичләрдә без урамда уйныйбыз. Теге өстәл җайсыз. Быел җәй яхшы. Или җәй, ну да, получается, быелны җәй яхшы тоже можно сказать двумя способами, да ведь? Без укытучылар түгел. Ул миңа күптән өметләнә. Или шана тоже будет правильно. Сез татарча беләсезме? Өстәлдә май бармы? Ул чын язучы. Җәй көне җылы. Или просто можно җәйен җылы, җәйдә җылы. Мин тимер юлда эшлим. Үзең нигә елыйсың? Можно неге, как я сказала уже, да? Ул ял яхшы әйбер, ял яхшы эш. Тоже можно сказать несколькими способами. Вот. Алга таба киттек. Теперь я вам даю дополнительную информацию, но она тоже имеет особое значение. Русская конструкция со словом «если», по-татарски это «эгер», «де», запишите, заучите это слово, передается следующим образом. Корень глагола, единственное число повелительного наклонения, плюс аффикс «се», плюс личное окончание. Эгерда может опускаться, ударение падает на последнее слово, как в прошедшем определенном. Например, внимание, личное окончание те же, что и в прошедшем определенном. Мин тексем, если я сошью. То есть, если вы хотите сказать, а если я приду, эгерде мин кильсем, понятно, да? Например, то есть у вас опять-таки берется основа повелительное наклонение, да, бырых фигаль, потом добавляется вот это либо са, либо се, в зависимости от твердости мягкого слова, и потом уже личное окончание. Понятно? Понятно. То есть, например, син тексен и так далее, да, ул тексе, без тексек, сис тексе, гес. Понятно, да? Не смешивайте аффикс с аффиксом с ашисом, так вот это вот не путаем, хорошо? Потому что значение у вас будет разное. То есть, если вы хотите сказать, если я что-то сделаю, то вы употребляете эгер и окончание с плюс личное окончание. Но можете эгер употребить, можете его не употреблять. То есть, оно может опускаться. Понятно, да? Выражение типа «пусть уйдет» или «уйдут», «пускай останется» или «останутся» передается в татарский добавлением аффикса «сен», корню глагола, единственное число повелительного наклонения. Например, «киценер» – «пусть уйдут», «пусть останутся», «пусть останется», «калсынар». Не путайте «сен», «сен» и «сан». «Эшлесен» – «пусть работает», «эшлисен» – «работаешь». Эшлесен, если будешь работать. Ударение на последнем слоге в отрицательной форме перед маме. Хорошо, отлично. Так,
Гүлнара аңлады, қалғандар аңлады ма? Остальные вы поняли? Регина, Марат аңладығыз это. Просто это тоже вам нужно знать. Все равно. Аңладығыз, да? Это еще по-другому называется шартфигаль, то есть при каких-то условиях. Если вы видите вот это сася, получается, да, то есть при каких-то условиях. То есть условный глагол получается. В русском языке он немножко по-другому, конечно, называется. Вот, в татарском языке это называется шартфигаль. То есть действие происходит только при определенных каких-то условиях. Понятно, да? Так, а мы, люди, с вами любим ставить условия какие-то. Часто встречается выражение, кстати, яшесен, да здравствует, пусть живет. Например, яшесен, там, я не знаю, говорят же, яшесен коммунизм, яшесен Татарстан, там, ну и так далее, да? Запишите, запомните часто употребляемые выражения, тоже такие. Это кусть имя, не сглазить бы, да, тю-тю-тю, вместо тю-тю-тю. Пусть глаз не тронь, если так дословно переводить. А заодно еще два, в которых встречается тот же глагол тьерге, но без сен. Тимя не трогать, тьерге ярама нельзя трогать. Запишите еще три выражения, которые тоже часто употребляются. И это такой, знаете, некая галочка, ну, которая выявляет то, что вы татарин. Аллах сақласын, Боже сохрани, да ведь? Ашларыңыз тәмлі болсын, приятного аппетита, еда будет, пусть будет вкусной, если дословно переводить. И, конечно же, Бог помощь, Аллах ярдәм берсін. Или Аллах куәт берсін, тоже говорят. Понятно, да? Вот это такие небольшие, как бы, словечки из татарского языка, которые чаще всего употребляются. Вы, наверное, уже с ними знакомы, мне кажется, это вам не новинка, не новость. Так, дальше. Давайте попробуем сказать по-русски вот эти словечки. Угу. То есть это вот только что то, что мы прошли, просто попробуйте сказать, перевести на русский язык. Сағынсын. Куэт, да, ну, кыч куэт, это значит сила, вот, пускай Аллах Тааля даст тебе силу. Но это говорят, например, когда ты видишь кого-то, кто-то работает, и говоришь, Бог помощь, Аллах куэт бирсин. Да, Аллах бирсе, Аллах тілесе. Но это тоже, опять-таки, в разных районах, в разных говорах говорят по-разному. У нас, например, Аллах бирсе. В некоторых местах Аллах тілесе. Аллах кушса, говорят еще. То есть по-разному. Угу. Вот. Так. То есть, опять-таки, Аллах куәт берсін, Аллах ярдәм берсін, Аллах Тааля күш берсін. То есть это, ну, можно разных вариантах говорить. И все эти варианты будут точно попадать в цель. Вот. Аңлашылды, имя? Так, айда сағынсын. Как будет на русском языке? Сағынсын. Сағынсын. Нишләсен? Сағынсын. Угу. Yazabız. Угу. Пусть сағынсын. Пусть соскучится по-другому. Яме? Так, сағынасың, скучаешь. Правильно. Пусть соскучится. Сағынсын. Так, сағынасың. Ты скучаешь по-другому, да? Очратсам. Эгер, очратсам. Видите, можно сказать с помощью вот этого слова эгер. Если я что-то сделаю, то есть вот, то есть какое-то условие ставится. То есть оно можно его тоже говорить, это слово совместно, да, можно его просто опустить. Угу. Очратсам. Очрашу. Подсказка. Минем очрашу, абарасам бар, да, если встречу. То есть очрашу это встреча, очратсам если встречу. Да. То есть при каком-то условии, опять-таки, у нас
у нас есть вот там буковка, не словосочетание, а окончание «са», поэтому будет при каком-то условии, значит. Если встречу, правильно. Так, сагынсаң. Опять видите «са». Но тут уже получается есть личное окончание. Буковка «н». Сагынсаң. 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 Угу. Если соскучишься. Угу. Если соскучишься. Сагынсаң. Сагынсаң. Так, дальше. Егылсақ. Если упадем. К, видите, это мы, значит, без егылсақ. Так, очратсын. Пусть встретит. Угу. Так, очратсын. Пусть встретит. Киссягіз. Әгәр дә киссягіз. Как будет? Әгәр дә киссягіз. Если же вы что-то сделаете, что же вы сделаете? Угу. Очратсын, да, встретит. Угу. Киссягіз. Как будет кись? Кись-кись. Как будет киссягіз? Да. Если же вы отрежете, да? Угу. Сүндерсәм. Әгәр дә мин сүндерсәм. Да. Угу. Именно вот разрежете, отрежете. Вот, то есть при каком-то условии. Угу. То есть мы какое-то условие тут наблюдаем. Если выключу, да. То есть сүндерсәм. Мәсәлән, әгәр дә мин утны сүндерсәм, если же я выключу свет, то мне не поздоровится, например, да? Так, сүндерсен. Просто сүндерсен. То есть, например, утны сүндерсен. Пусть он что сделает? Вот прям сделает что-то. Сүндерсен. Сүндерсен это просто выключит. Пусть выключит. Угу. Смотрите, сүндерсен это я, если я выключу. Сүндерсен это значит пусть он выключит. Угу. Так, тәмәке тартсаң. Тәмәке это сигареты, если кто не знает. Так. Угу. Тәмәке тартсаң, то есть ты. Если ты сигарету выкуришь, то есть ты будешь курить. Тәмәке тартсаң, әнеңгә әйтәм. Если будешь курить сигареты, скажу твоей маме, например. Видите, в конце буковка «н», значит, вы обращаетесь. Ты. Помните? «Н» это ты. Син. Угу. Да. Тәмәке тартсын. Пусть курит, раз ему здоровье свое не жалко, да? Тәмәке тартсын. Ага. То есть, например, вы можете перефразировать еще. Тәмәкене урамда тартсын. Пусть курит сигареты на улице. Понятно, да? То есть вам дается основу, вы можете интерпретировать по-разному это предложение. Молодец? Так, да.
Все, понятно, да? То есть, опять-таки, самопроверку стикширую, пусть скучает, скучаешь, если встречу, если соскучишься, если упадем, пусть встретит, если отрежете, если выключу, пусть выключит, если будешь курить сигареты, пусть курит сигареты. Понятно, да? Так, дальше. Русскому суффиксу «ся», «ся», «моюсь», «моются». В татарском языке часто, но не всегда соответствуют аффиксы «л», «л», «л» и «н», «н», «н». Получается такие пары глаголов, вы их уже знаете. Без «л» и «н» это «ватырга» разбивать, «киерге» надевать, «юарга» мыть, «үйреттерге» учить, обучать, «жиярга» собирать, делать. Из «лн» ватылырга разбиваться, киенерге одеваться, юынырга мыться, үйренерге учиться, жиынырга собираться что-то, да, и собираться это значит укладываться, жиылырга собираться вместе. Так, это понятно, да, это тоже мы повторяем все. Дальше поехали. Теперь немножечко, ну, в принципе, вы тоже это знаете. Скажите по-татарски в прошедшем неопределенном и определенном времени. То есть сразу напишите, я принес вот сразу в неопределенном прошедшем времени и определенном. Угу. Я сразу вам отправил ссылку, Яна, в группу WhatsApp на этот 4-й поток. Сегодня 6-е занятие. Если кому интересно, JTD Башана Яна. Так, вот, например, я принес ми. Марат вымешарит. Алып только еме. Ми. Смотрите, давайте первым вам покажу. Мин алып киль ген мен. То есть неопределенное. Мин алып кильдем. Вот точно я принес. Это уже определенное. Все. Вспомнили? Основа всегда такая же, схема всегда такая же. Сначала идет, то есть получается глагол повелительного наклонения киль. Далее окончание, если это неопределенное, то это в данном случае к этому слову подходит ген. И я что-то сделал. Киль ген мен. Мин алып киль ген мен. Далее. Определенный, то есть точно, точняк, вот я принес. Мин алып килдем. Мин алып килдем. Киль, это получается повелительная форма глагола, да, как корневая, и дем. Д это сначала, да, прошедшее время, и м это значит я это сделал. Личное окончание. Anladınız? И с остальными то же самое. Он унес. Тоже вот употребляйте вот эту алып. Ага. Унес. Как будет? Вот унес он. Как это будет? Вспомнили? Или вам сложно? Сдаетесь? Да. Да, кстати, вот унес. Мин алып. Почему мне никто не отвечает? Я как будто сама с собой разговариваю. Ау. Jawab beri kısmına. Aha. U alıp
can только нема. Вот кеткен. Ул алып кеткен. Ул алып кеткен. Оказывается, он унес. Эльвира, исәнмесез? Так, ул алып кетти, это уже определенное. Да, все, поняли? Давайте, мы прибежали. Мы прибежали. Китте только Гульнара, яма? То есть неопределенное время, прошедшее, это окончание гон, ген, кон, кен. Определенное прошедшее время это д, т. Вспомнили? Неопределенное прошедшее время, то есть это сплетни, грубо говоря. Вы точно не знаете, вы не были свидетелями этого события. Вы только знаете понаслышке. Определенное прошедшее время вы точно знаете, вы либо были свидетелями, либо точно уверены в том, что это действие происходило. Да, без егереп кильдик. И как будет неопределенное прошедшее время? Знаете? Без егереп кильген. Без. Помнили? Без егереп кильген. Без. Все. То есть без егереп кильдик. Это прошедшее определенное время. Без егереп кильгенс. Оказывается, мы прибежали. Оказывается, то есть это вроде как, но не точно. Хорошо. Так, ты внес. Так, ты внес. Внес куда-то что-то. Как будет ты внес. Как будет внес? Ага. Синалып китердың. А прошедшее неопределенное время. Бегин, давай, я в тебя верю. Мен сиңа ышанам. Мен сиңа үмітләнәм. Мен сиңа күптәннән үмітләнәм. Да, китергенсің. Ого, отлично, отлично, отлично. Вот же, получается. Так, хорошо. Вы вынесли. Молодец, Регина. Вы вынесли. Как будет? Син алып китердың. Да, Марат тоже правильно все сделал. Гульнара, не отстаем. Гульнара, вы тоже можете. Сізде бұлдырасы, субханалла. Күзләр тимесін. Син алып китердың, да. И давайте вы вынесли. Ну, внес уже понятно, да? Иә, біз бұлдырабыз. Мозговой штурм. Так. Вы вынесли. Кстати, репу чешу, как говорится, да, вот это вот у нас, что ли, мышление другое, да, мы не можем так быстро адаптироваться, или это зависит от того времени, в котором мы росли и выросли, я не знаю. У меня, например, братишка-сестренка какой день уже меня троллит просто. Заходит вот этот другое занятие же, оно открытый доступ. Просто заходит, регистрируется каждый раз под разными именами и прикалывается надо мной. Представляете? Вчера, например, они были Кадрия Филиппова.
Вот, и они вот прям на лету все схватывают, то, что я там в Ютубе не знаю, например, они уже все давно все знают. А нам надо все-таки подумать, репу почесать, да? Да. Siz alıp gittirdiniz. Ага. Вынесли. Alıp шығардыңыз. Неме? Алып шықтыңыз. Так, вы вынесли. Сіз алып шықтыңыз. Шықтыңыз. Ага. Так, они подняли. И они вы вынесли, то есть получается прошедшем неопределенном времени имя, белгісіз өткен zaman, siz алып шыққансыз. То есть мне сказали, что вы вынесли. То есть я не уверена, в том, что они вынесли, да? Но мне сказали. То есть это неопределенное время. Белгісіз. Siz алып шыққансыз. Угу. Так, они подняли. Давайте вот это сделаем, и потом перейдем к другому занятию. Это долго слишком сейчас, а то будет. В принципе, уже понятно, да, что к чему. Так, они подняли. Угу. Тут тоже без всяких алып, нитеп, там, да, просто как будет поднять? Подними. Как будет подними? Как они будет они подняли? Прошедшим определенным и прошедшим неопределенным. То есть белгілі өткен zaman хикая фигіль һәм белгісіз өткен zaman хикая фигіль. Алар көтерділер. И это вот определенный белгілі өткен zaman хикая фигіль. Алар көтерділер. А как будет белгісіз өткен zaman хикая фигіль? Алар көтер... Көтер... Да. Так, Марат у нас все два в одном все воссоединил, да? Решила одним выстрелом убить два зайца. Да, алар көтерділер, алар көтергеннер. Понятно? Все, отлично. Так, тоже глазком пробежимся. Мин алып келгенмін, мин алып келді. Ул алып кеткен, ул алып келді. Біз қашқанбыз, біз қаштық. Сен алып кіргенсің, сен алып кірдің. Сіз алып шыққансыз, сіз алып шықтыңыз. Алар көтергеннер, алар көтерділер. Алар салғаннар, алар салдылар. Мен оқығанмын, мен оқыдым. Сен сіртіп бітіргенсің, сен сіртіп бітірдің. Ол yazып қойған, ол yazып қойды. Біз барып қайтқанбыз, біз барып қайттық. Сіз ғазизге кіргенсіз, сіз ғазизге кірдіңіз. Сен кеткенсің, сен кеттің. Все, хорошо, отлично. Так, теперь я вам даю базовый список глаголов. Их очень много. Мы сейчас просто глазком пробежим. Я вам эти скрины отправлю, чтобы у вас они были под рукой. Хорошо? То есть это смотреть кара, увидеть куру. Но это я уже сейчас не буду так перечислять. То есть, в принципе, вы читать их умеете. Тут все с переводом, все как положено. То есть их очень много. Я вам даю прям, чтобы базовый список глаголов, который чаще всего употребляется. Понятно? И я вам не даю в повелительном наклонении. Это просто вот получается начальная форма. Так, то есть видите, их очень много, которые вам, они будут помощниками в дальнейшем вами изучения татарского языка. Киряк Булардит, мне кажется, это вам очень поможет. Вот, то есть это вот весь список глаголов. Хорошо? Я вам все это отправлю. То есть у вас, чтобы перед глазами под рукой было все с переводом. Хорошо? Так, вы уже, то есть вы понимаете уже, как, что делать, алгоритм действий вы знаете. Вы поставляете в повелительную форму, да ведь? И уже можете эти же глаголы, вот, например, берете курку, да, бояться, допустим. Курак. Курак.
Коротко, например, да, прошедшее время, испугался, боялся. Тырыш, да ведь? То есть и в дальнейшем добавляется окончание. Все, да не за что. Исям полагать. Дальше, поехали. Образуйте будущее определенное время. Смотрите, очаг, ячек после согласных, ячек после гласных. Урняк, уку, ящак, ящак. То есть, смотрите, мы еще помним, да, то, что есть у нас уку, ящак, это получается будущее определенное время, уку, ящак, это отрицательное, да. То есть будет учиться или будет читать уку, ящак, не будет. Понятно? Давайте вот это сделаем. Эч. И у меня вот для вас есть домашнее задание тоже. Угу. Чтобы вы потренировались. Поняли, да? То есть как по урняку делать? По примеру. Укыящак, укымаящак. То есть в отрицательной форме и в положительной. То есть положительной и в отрицательной. Например, эш после согласных. Эч. Че у нас она согласная. Соответственно, будет окончание из первого вот этого получается. Либо ачак, либо эчек. А так как у нас мягкое, значит окончание будет эчек. Угу. Значит, то есть эш это пей. То есть будет пить. Эшек. Почти щечек там образуется у вас. Эшек. Угу. Ну, давайте просто тогда без отрицательного сделайте, если вам трудно. То есть эшек, эшмешек. Угу. Давайте просто сделайте будущее определенное время без вот этого отрицательного яма. Отрицательно делать не нужно. Угу. Ну да, можно. Вот что у вас получается. Эшек, эшмешек. Яраташак, яратмаяшак, силешек, силямешек. Все, отлично. Я так рада, что у вас сейчас получается вот это глаголы будущего времени. Мне кажется, вчера я смогла вам объяснить хорошо, чтобы вы поняли. Точнее, вчера вы хорошо меня поняли сами. Это заслуга ваша в первую очередь. Так. Угу. И давайте аша. Заканчивается на гласную, поэтому будет ши, я, чак. Да, я ратачак. То есть будет любить. Я рад, маячак не будет любить. Угу. Но я же говорила то, что будущее определенное время, вот это ячак, оно употребляется, да, но оно как бы чаще всего все-таки неопределенное будущее время. То есть Бельгисы. То есть татары себя в какой-то степени подстраховывают в том плане, то, что смотреть в будущее, да, то русских точно вот будет, да, будущее время, у нас только всегда одни и те же окончания, да, есть. А в татарском языке, то есть они дают себе шанс, то, что произойдет, а может и не произойдет. Понятно, да? Ашиячак, ага, эчечек, эчмиячек, ашиячак, ашамаячак. Угу. Хорошо. Да. Ой, я вам забыла сказать. Сей, ли, ячек. Вот эта буковка она превращается в я. То есть они выкидываются. Угу. Сей, ли, ячек. Угу. То есть если она превращается в а если то превращается и. Если твердое то да, а если то в и. И потом уже окончание вот этой ячак. Угу.
Вот, поэтому будет ашамыячак. Угу. Понятно? Так, ребят, давайте в темпе. Работаем активнее. Если. Да, сильячек. Правильно, Гунара. Сильямещек, да? То есть будет рассказывать или будет говорить, и не будет говорить сильямещек. Кайташак, кайтмещак, возвратиться и не возвратиться. Понятно, да? Это что в будущее время, если у нас отрицательный и положительный. Да, кайтмещак, не возвратиться. Все верно. Так, изля ищи и будет искать, не будет искать. Да ведь? Угу. Как же это будет на деле? Излиячек. Ой, я уже подсказала. Излиячек, излямечек. Угу. Да, все отлично. Срачак, сырамыячак. Да. Да, все хорошо. Так, вот это, кстати, смотрите, ладно, вот этим закончили. А вот это я вам тоже отправлю как домашнее задание. Переведите Аржимяет. Давайте желательно отправьте. Ну, попробуйте себе, потому что у нас, конечно, время поджимает. Завтра, кстати, урок будет 19:00, хорошо? Ага. Так, вот это тоже перевести. Вот. Дальше. И вот это тоже вам для тренировки. Хорошо? Вот. То есть вот это я вам отправлю сегодня, хорошо? И вот эти все слова все заскринила и отправлю. Окейушек? Окейушек. Так, сейчас, секундочку. Что такое? Угу. Так, дорогие мои, если у вас какие-то вопросы, если что-то непонятно, что-то там, я не понимаю, ну, что-то, есть какие-то такие вопросы, есть срауларыңыз болса, маған мөрәҗәгать итегез. Сіз білесіз, что я всегда открыта к диалогу. Поэтому, так, завтра урок будет 19:00, как обычно. Хорошо, жду вас всех, ссылку отправлю в группу, как обычно. Сейчас у меня начинается 6-й урок, 4-й поток. Если хотите, присоединяйтесь, я всех рада видеть. Ярар. Бүгінге сау болып тұрыңыз, всем вам скрины отправлю. Спасибо за урок. Барыңызға да бек зор рахмет, вы большие умнички. Сіз зор молодецлар. Барыңызға да әпәрин һәм қол шабам. Мен сізні яратам. Келесі шырашуларға қадар сау болыңыз.